Нещодавно приступив до своїх обов'язків новий посол Чехії в Україні. 16 листопада вірчі грамоти нашому президенту вручив надзвичайний і повноважний посол в Чехії в Україні Іван Почух. Наша знімальна група познайомилася з високопосадовцем і його сім'єю і розпитала про перші враження від України. Мы вас поздравляем с выигрышем вашей сборной в отборочном туре и в том, что она выходит все-таки на Евро-2012. Скажите, вы уже купили билеты? Спасибо за ваши поздравления. Я тоже очень рад. Я очень радуюсь, что наша национальная команда будет играть на европейском футбольном чемпионате. Я еще не купил билеты, но я так думаю сделать очень быстро после того, что мы узнаем в пятницу, с кем мы будем играть и, наверное, где мы будем играть. И я так надеюсь, что это будет в Киеве. Вы профессиональный вообще болельщик, да? Играете сами? Уже не так профессиональный болельщик, но, конечно, я люблю футбол, потому что я играл, когда я был молодой, я играл в разных соревнованиях, и это так осталось, что это так случилось, что я занимаюсь футболом очень часто. Пани Мартина, а вы как к футболу относитесь? No, не только Иван занимается футболом. Наш сын Cedric также, и он играет в международной лиге английских школ здесь, в Киеве, и он посетил турнамент в Праге. А вы недавно приступили к обязанностям своим профессиональным. Вот что интересного успели посмотреть в Украине, в Киеве в частности? Какие вообще первые впечатления? Очень позитивные. У меня огромные впечатления. Я посетил Киев только один раз, но это было очень краткий визит совместно. Я сопровождал министра иностранных дел Карла Шварценберга на его встрече с представителями Украины. Но, значит, когда мы приехали, это было зимой 2010 года, но когда мы приехали летом, в нынешнем году, это было очень все по-другому, знаете, все прекрасно было, и я так сказал в моем первом интервью с газетой «Киев Пост», что если бы я не знал, что я в Киеве, я могу сравнивать Киев с другими западноевропейскими столицами, что касается количества жизни и всех услуг, на которые мы привыкли. А какие-то места в Киеве уже стали любимыми? Но у меня любимые места соборы. Например, Володимирский собор, атмосферу я здесь люблю. У меня немного времени, потому что я также занята подготовкой рождественного международного базара. И у нас в Киеве ассоциация супруг послов и Ministerstvo иностранных дел для нас подготовляет очень интересную программу также. Вот эта праздничная ярмарка благотворительная, у вас есть опыт подготовки таких мероприятий за рубежом, в частности в Вене. Вот если сравнить, в чем отличается вот у нас и там? Но это было для меня очень хорошее, что эти два базары работают на одинаковом принципе. Не только деньги получить, но что очень важно смотреть, как они используются. И не только один раз, много раз. И выбрать такие проекты, благотворительные проекты, в которые имеет смысл эти деньги подарить. А с кем вы уже из супруг послов успели подружиться за это время? Потому что я славянка,
Всегда я byla больше к славянским народам, ближе к славянским народам, но с других народов я могу сказать Венгрия или Норвегия, супруги этих послов очень хорошие подруги. Вы, кстати, очень хорошо говорите на русском, а украинский когда будете изучать? Будете вообще? Но я не говорила 2 месяца назад. И я очень удивлена, что я с вами сегодня говорю. Скоро Рождество. У вас есть какие-то особые семейные традиции подготовки к празднику? Мы зажигаем 4 недели перед Рождеством, мы зажигаем свечки, и эту неделю мы зажали первую. А какие-то блюда интересные у вас рождественские есть, особые лично вашей семьи? Они связаны с некоторыми традициями в Чехии или Словакии, потому что это очень похоже. У нас такая традиция, что рыба, но очень специфическая рыба всегда как главное блюдо. И как гарнир салат с картошкой. С майонезом. А вы на новогодние праздники остаетесь в Украине или уезжаете на родину? Мы останемся сюда. Потому что мы ждем нашу дочь, которая на университете в Вене, и она приходит к нам. И как планируете провести Новый год? Еще не было много времени запланировать. Да, в Киеве. А в горы поехать, в Карпаты, на лыжах? В горы поехать можно в течение каникул нашего сына в феврале. Ну и ваш совет, где украинцам можно в Чехии вот на новогодние праздники интересно отдохнуть? Вот какие-то, может быть, малоизвестные места, не настолько популярные, но очень интересные. Много иностранцев привыкло ехать только в Прагу. Но там реально много прекрасных других мест в České республике. И я бы посоветовал людям тоже посетить Моравию. Это часть České республики, которая близко к словацким, к Словацкой республике. И на Мораве, например, очень прекрасный, на Южной Мораве, близко к Австрии, прекрасный маленький городок, который называется Микулов, например. Спасибо большое. Спасибо вам тоже.